Иргун Булдар, Моисей Спиридонович, Шаржулден, Киня, Шамрцем, Хачазен, Хилибраштен, Тухья, Пушпуда, Ванна, Иенда, Чинзен. Моисей Спиридонович, Тиетинзияде, Эфир Альтундаратор, был ужин саунарит. Моисей Спиридонович я хорошо знал. Мы не раз сидели у него дома. Приходил он здесь, сюда, в наш институт. Тогда еще готовил статьи, труды свои. Я имею труды научные, которые были опубликованы на страницах наших книг, сборников. Мне хочется начать вот с чего. Орнамент. Сидят здесь молодые, мудрые, у них есть мудрость, студенты, студентки. Я многих вас знаю. Здесь сидят исследователи, художники, представители интеллигенции, наши сотрудники, представители правительства. Конечно же, приятно. Такое время я не нахожу себе места, где надо стоять, или же надо вниз спускаться, или же где трибуна. Я извиняюсь, Галина Сергеевна, попробуй и так, и сяк. Хорошо? Вы разрешаете. Орнамент – творение человечества. Орнамента сравнивают с громадными сооружениями развития человечества. Орнамент есть орнамент. Памятники архитектуры, я имею в виду Египта, произведения высокого класса, тех времен, тех эпох. Орнамент появился намного раньше их. Вот этих памятников. В орнаменте все есть. По крайней мере, в работах Моисея Спиридоновича некоторые здесь в альбом не включены. Мне хочется подчеркнуть всего лишь 3 вида орнамента. Первый – это свастика. Это вы знаете. Дальше меандр и так называемый веревочный орнамент. Все 3 вида мною названы. Они имеются в трудах Моисея Спиридоновича, и они в развитии культуры, в развитии человечества появляются до нашей эры намного. Я точно не могу сказать. Так как свастика, так считает наука, впервые появляется в Индии. Потом в Европе, та же форма, потом доходит до Германии. Дальше я говорить не стану, что такое свастика. Но на самом деле свастика – это вечное солнце, вечно движущее колесо. Меандр рождается в Малой Азии. Это есть река, вода, изображение. А так называемый веревочный орнамент, когда как или же в кавычки, или так пишут, это прежде всего находит себе место в культуре Ирана. И широко этот орнамент был распространен в Волжской Болгарии. И Моисей Спиридонович несколько видов в альбоме имеется. И мне хочется начать вот с чего.
орнаменту, конкретно чувашскому орнаменту, по крайней мере, я имею в виду, знаю русских художников, исследователей, которые обращали в свое время очень пристально, уж, я бы сказал, внимание. Одним из первых это Владимир Васильевич Стасов, великий русский критик. Это сын того Стасова Василия Петровича, который является представителем высокого классицизма, который знал нашего земляка, чуваша, нашего архитектора. Тот, это вы его, я думаю, знаете, я думаю, многие и читали, и читаете. В начале развития середины XVIII века, и он оказался в Петербурге, и тот представитель Стасов, безусловно, его хорошо знал. Это автор больших, я бы сказал, великих сооружений, памятников Петербурга. И вот в 1872 году появился труд, большой труд сына этого архитектора Зодчего, где Владимир Васильевич пишет о чувашском орнаменте. Знал он или не знал, я не могу сказать, того нашего Зодчего, нашего архитектора, но он пишет, что себе представляет чувашский орнамент. Это был 1872 год. Чуть-чуть позднее, точнее в 1875 году, создает исследователь русского, казахского, киргизского или же народов Евразии Симаков, чувашские узоры. В данное время этот альбом неизданный, удивительно красивый альбом, шедевр, я бы сказал, ныне хранится в библиотеке Санкт-Петербурге, хранится в библиотеке Российской академии художеств. Это богатейшая библиотека, конечно же, это неповторимые, я бы сказал, произведения, и находиться там, в той библиотеке, для нас, для европейцев, и это честь, это слава. И вот чуть-чуть позднее к нам сюда, на родину, возвращается Моисей, молодой человек, Моисей Спиридонович Спиридонов. Это вы отлично знаете. Я рассказывать биографии не стану. Здесь есть земляки, Кунда Ендештен Бараша, Юрадашина, еще как любят, уважают, гордятся им. Моисей Спиридоновичем, Спиридон, гордятся не только они, гордятся и здесь сидящие и студенты, молодые представители интеллигенции, гордится народ, гордится чувашской нацией, что у него, у этого народа был такой человек. Возвращаясь сюда, к себе на родину, Моисей Спиридонович, молодой человек, выезжает по разным районам, и он знал того альбома, читал того автора того альбома, знал отлично слова того Стасова, и ему
хочется, внутри кипит. Если они работали, если они трудились, надо взяться, попробовать, надо создать орнамент, чувашский орнамент. И вот здесь было уже сказано своим другом Мясниковым, они выезжают в 30-м году, сначала Батырский район, потом Яшский район, потом один Моисей Спиридонович съездил в 1938 году, позднее, в 1946 году, после войны уже Ленинград, изучать фонды этнографического музея. Таким образом, но мысль была заложена еще в середине 20-х годов. И вот я считаю, вы считаете, сколько лет надо было работать, работал конкретно над альбомом Моисей Спиридонович 46 лет. Конкретно. А тогда это было Николай Иванович в 1981 году уходит из жизни Моисей Спиридонович. Но он еще пробовал, пытался, а как надо издать альбом. Я свидетель. Несколько раз, я не могу считать, сколько раз всего, значит, мы собирались в правительстве. И из них, таких крупных, что ли, я бы сказал, ну я так буду называть, мероприятий, которые состоялись по подготовке и изданию этого альбома, правительство занималось. Ищнюков очень много труда вложил в свое время. И я помню, генеральный директор хлопчатобумажного комбината и многие другие сидели за столом, как у Рембрандта, вы это помните, произведения сидят за столом 12 человек, и кто-то один из них оказался предателем, и другие художники, живописцы эпох Возрождения писали на эту тему и позднее. И каждый раз находился какой-то человек, или же само время не дает, но не получается никак. И так 20 век остался без альбома Моисея Спиридоновича. Оригинал хранился и хранится у нас в институте в свое время, после того, когда он завершил, ну, в таком понимании, работу свою над альбомом, он издает листы этого альбома научный архив нашего института. И мне хотелось бы несколько вкратце охарактеризовать вот этот альбом. И самые ценные, насколько я понимаю, здесь сидят молодые будущие художники, которые ценят и знают цвет, цвета, колорит и так далее, и так далее. Они знают, что такое национальный колорит: чувашский, татарский, марийский, русский, украинский и так далее, и так далее. Спасибо вам за то, что вы цвета знаете, колориты и так далее. И представь себе, работы, листы, выполненные Спиридоновым, оригинал я имею в виду, особенно первое время, сейчас уже время свое дело умеет делать, никуда не денешься, там были те цвета 17-18 веков. Что за цвета? Что за цвет? Цвет природный, без никаких. Природные цвета.